Профилактике ДТП светофора занимает особое место. Можно себе только представить, насколько трудной была бы работа сотрудников ГИБДД без этих помощников. Впервые светофор появился в Англии еще в 1868 году, и использовался он для регулирования дорожного движения при помощи подачи его участникам специальных сигналов. Его создал железнодорожный инженер Джон Пикнайт, а в России он появился в 1930 году на пересечении Литейного и Невского проспекта Санкт-Петербурга. С того времени светофор стал неотъемлемой частью нашей жизни. Если раньше на светофоре было 2 или 1 цвет, то сейчас практически всегда можно увидеть и вовсе 3. Один из которых желтый сигнал светофора, запрещающий проезд, приравнен к красному. Какую роль играет желтый цвет светофора в правилах дорожного движения, что он означает, можно ли проезжать, когда он горит или нет, нам рассказал инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Чеченской Республике Мусабик Тамиров. Проезд на запрещающий сигнал светофора, то есть это на красный либо желтый сигнал светофора, является грубым нарушением правил дорожного движения. Что касается статистики, то в 2020 году на территории Чеченской Республики зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. Причиной их стал проезд водителями на запрещающий сигнал светофора, в которых 15 человек получили травмы различной степени тяжести. За данный период сотрудниками Госавтоинспекции Чеченской Республики выявлено 4921 нарушение проезда на запрещающий сигнал светофора. Что касается ответственности водителей, за данное нарушение водитель привлекается к ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей. За повторное данное нарушение штраф 5000 рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев. Вы знаете, Башир, есть моменты, где ПДД прямо предоставляют возможность игнорировать желтый сигнал светофора. То есть, допустим, водителю нужно повернуть налево, но на зеленый сигнал светофора пропустить встречный поток транспорта и совершить маневр налево. В данном случае человек уже пересекает, то есть по правилам пересекает зону перекрестка, въезжает в него, пропускает, но в этот момент, допустим, что включился уже как бы либо желтый сигнал, либо красный сигнал светофора, и водитель в этом случае обязан освободить проезжую часть. И ему приходится, естественно, на желтый сигнал завершать маневр. Это не является нарушением. Но, как вы сказали в начале, когда водитель видит, что возможно скорое переключение, то есть начинает мигать зеленый сигнал светофоров, после которого включается желтый и, естественно, будет красный, прибавлять скорость и проскакивать, это является именно нарушением правил дорожного движения. То есть это будет котироваться как проезд на запрещающий сигнал светофора. Но на этом наша съемочная группа не успокоилась и решила проверить знания у автомобилистов Чеченской Республики, знают ли они, что означает желтый сигнал светофора. Что означает желтый мигающий сигнал на светофоре? Предупреждение остановиться. Вы останавливаетесь? Конечно. Что означает желтый сигнал на светофоре? Смотря, если подъезжаешь, надо остановиться. Желтый. Совершенно верно. А если мигает? Тоже остановиться. Что означает желтый свет на светофоре? Желтый сигнал. Приготовиться, внимание. А можно ли при его мигании проехать на красный? Нет. А вы знаете, что совсем недавно вступил закон в силу, который красный и желтый цвет приравнивает на одно значение? И конечно, знаю. Я юрист. Желтый свет на светофоре глубоко. Смотря при завершении перекрестка или трогании. Трогаться нельзя с желтым светофором, а завершать маневр можно. К сожалению, часто невнимательность и пренебрежение правилами дорожного движения и сигналами светофора может привести к авариям, зачастую с летальным исходом. Именно поэтому очень важно соблюдать культуру вождения, что поможет не только снизить риск ДТП, но и, как отметил глава Чеченской Республики, сможет навсегда искоренить причину большинства аварий. Башир Саутиев, Рамзан Мусаев, информационное агентство Грозный Информ.